Узбеки– тюркоязычный народ, основное и коренное население Узбекистана. Это самый крупный по численности населения этнос в Средней Азии. В мире проживает около 40 миллионов узбеков. Древними предками народа являются племена сака-массагетов, сагдийцы, бактрийцы, ферганцы и хорезмийцы, которые постепенно начали объединяться в период с X по XV век. В результате в период между XI и XIII веками произошло смешивание древнетюркских племен с древнеиранским населением. Почти 27 миллионов узбеков проживают на территории Узбекистана. Большое количество представителей этого народа давно обосновалось в Северном Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Туркмении и Киргизии. Кстати, этим летом я собираюсь в Узбекистан на машине, чтобы хорошо узнать эту страну. Хочу посетить Бухар, озеро Айдар-Кум, а также пойти с ночевкой в пустыню Кызыл-Кум. Но нужна палатка. Для этого я зайду на Е-каталог, напишу в поисковике «палатки». Палатка нужна в пустыне прежде всего, чтобы противостоять ветру, и о ее свойствах в этой связи лучше подумать заранее. Поэтому лучше выбрать стойкую палатку, а на Е-каталоге есть очень большой выбор. Палатка должна обязательно быть укреплена арматурой. Арматура забивается в землю, иначе палатку просто унесет ветром. Специальные палатки для пустыни производят несколько ведущих мировых фирм. Вот, например, отличная палатка Trump Sarma и весит чуть больше 3 килограмма. Можно посмотреть характеристику и быстренько пробежаться по отзывам. На Е-каталоге вы видите много разных магазинов. Конечно, цены отличаются в зависимости от магазина, но я всегда выбираю магазины не самые дешевые, а магазины с хорошим рейтингом. Кстати, узбекский входит в тюркскую группу языков и вместе с уйгурским относится к орлукским языкам. Карлукская группа образовалась от древнетюркского языка в VII веке, который был основан на руническом алфавите. С IX века по причине распространения и укрепления ислама среди узбеков начал распространяться арабский алфавит. Узбекский язык был основан на арабском алфавите до 1928 года. С 1928 по 1940 годы вместе него начали использовать латинский алфавит, который к 1940 году был заменен на кириллический. В 1992 году в Узбекистане снова был введен латинский алфавит. Некоторые группы узбеков двуязычны, например, многие из тех, кто проживает в Афганистане, владеют языком дарии. Бронзовая эпоха в истории Узбекистана охватывает третье тысячелетие раннего века первого тысячелетия до нашей эры. Это эпоха преобразований, возникновения первых государственных образований на территории Междуречья, Древняя Бактрия и Большой Хорезм. Это время возникновения первой религии в Средней Азии, зороастризма, и первой могущественной империи ахеменидов. Примерно в VI веке до нашей эры иранские кочевые племена поселились в долине Амудари, Сырдари и Заравшина и основали первое государство. Уже в V веке до нашей эры в регионе доминировали древние рабовладельческие государства Бактрия, Согда и Тохар. Через территорию современного Узбекистана проходил Великий Шелковый путь, который соединял Китай и Европу. Благодаря этому караванному пути узбекские города Бухара и Самарканд стали очень богатыми и процветающими. На протяжении многих веков Узбекистан находился под властью Парфянского царства, Сасанидской империи и государства саманидов. В VIII веке Узбекистан завоевали арабы и принесли туда ислам. Затем территория современного Узбекистана находилась под властью монголов, но в XIV веке, в эпоху Тимура, Узбекистан переживает очередной расцвет. К началу 1920-х годов Узбекистан, как и вся Центральная Азия, находился под влиянием Коммунистической партии большевиков России. В 1924 году была образована Узбекская ССР, которая вошла в состав Советского Союза. Независимость Узбекистана была провозглашена только в августе 1991 года. Культура Узбекистана яркая и самобытная, как и вообще национальная культура в Средней Азии. Она формировалась в течение тысячелетий и вобрала в себя традиции, обычаи народов в разное время населявших территорию этого государства. Свой вклад внесли древние иранцы, греки, кочевые тюркские племена, арабы, китайцы, славянские народы.
Традиции многонационального Узбекистана нашли свое отражение в музыке, танцах, живописи, прикладных искусствах, языке, кухне и одежде. Жители этой страны, особенно население сельских районов, чтят традиции, корнями уходящие глубоко в историю этого края. Особое влияние на культуру оказал Великий Шелковый путь. Будучи торговым маршрутом, он шел из земель Китая в двух направлениях. Первое – в Фергану и казахские степи, а второе – в Бактрию, а оттуда в Парфию, Индию и на Ближний Восток, вплоть до Средиземного моря. Шелковый путь способствовал передаче не только товаров, но и технологий, языков, идей, в первую очередь религиозных. Так распространялся буддизм на территории всей Средней Азии, где вдоль древнего маршрута сохранились памятники буддистской культуры. Андижана-Тепа в Таджикистане, буддийский храм в Куве в Ферганской долине, Фаяз-Тепе близ Терваза и другие памятники. Узбекская кухня разнообразна, влияние на нее оказал кочевой и оседлый образ жизни народа. Блюда известны и популярны по всему миру. Лагман, плов, манты. В Узбекистане эти блюда готовят с некоторыми особенностями. Есть у народа и свои оригинальные кушания, которые не готовят больше нигде. Национальный костюм узбеков был создан еще в древности и надевают его представители народа по сей день. В каждом регионе у национального костюма есть свои особенности и отличия. Узбеки – народ очень гостеприимный, это один из характерных черт Узбекистана. Как хозяин принял гостя, ценится больше, чем богатство стола и достатка семьи. Не принять гостя означает опозорить свою семью, род, селение и квартал. Узбеки честные, прямые и солидарные люди, у них отсутствует угрюмость и суетливость, но в то же время они обладают инстинктами воина. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайки.